Китайская госкомпания «Синагидра» еще раз подтвердила свои намерения по строительству моста через Лену. Представители компании сегодня осмотрели место строительства моста на обоих берегах реки возле сел Хаптагай и Табага, посетили Якутцемент и приняли участие в совещании под руководством первого вице-премьера Павла Маринычева. Репортаж Туяры Филипповой. Знакомление с будущим местом масштабного проекта начали железнодорожные станции Нижний Бестях. Интересовались объемом грузоперевозок, подъездными путями к месту будущего моста, которые тоже предстоит еще проложить. Возведение моста именно в этом месте, это самая узкая часть реки Лена, обсуждается уже на протяжении 30 с лишним лет. Но активно этот вопрос власти республики начали продвигать с 2008 года. В ценах того года проект оценивается в 64 миллиарда рублей и позволит сэкономить при реализации проекта более 10 миллиардов рублей на завоз грузов в республику. Именно цена будущего моста на протяжении всех этих лет была камнем преткновения для реализации проекта. Но и сейчас говорить о стоимости даже приблизительной потенциальные инвесторы не готовы. 这个我现在不好说，这个很多情况变了，但是项目的功能也变了，然后市场的价格基础信息也都变了，这个我们需要进一步的核算。 Извините, пока на этот вопрос я не готов ответить, потому что в течение последних лет уже много чего там изменилось, в том числе и цены, курс, поэтому снова все надо пересчитать. Поставщиком щебня, песка и цемента может стать Махсоголовский Якутцемент. Гости с интересом ознакомились с производством. В планах строительной компании расширить производство до 500 тысяч тонн цемента в год с нынешних 300. О серьезности намерений китайской «Синагидры» говорит и тот факт, что совсем недавно для реализации проекта моста был создан российско-китайский консорциум. Российская инвестиционная инжиниринговая компания «Вектор» будет заниматься сбором исполнительно-разрешительной документации и взаимодействия с российскими органами власти. Российская сторона на себя берет все изыскания, проектирование во всех государственных органах Российской Федерации, решение всех вопросов. На настойчивые вопросы журналистов об экономической выгоде от проекта для китайской стороны представители госкомпании вежливо ссылались на углубление китайско-российской дружбы, но в конце концов ответили. Я извиняюсь, я думаю, что для нас это коммерческий секрет. Помимо «Синагидра» в проекте моста через Лену заинтересованы и другие китайские компании. Надо сказать, что эта компания продвинулась достаточно хорошо и далеко в реализации этого проекта. Напомню, что в феврале был подписан соответствующий меморандум с компанией «Росавтодор». И мы надеемся, что такая же динамика в переговорах сохранится и далее. Но вместе с тем это, безусловно, не исключает переговоры с другими потенциальными инвесторами. Республиканские власти заинтересованы в убыстрении переговорных процессов. По закону все согласительные процедуры для подачи концессионного соглашения могут занять около полугода. Тогда и будет ясно, кто и когда построит мост. Туяра Филиппова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Мегина Кангаласский улус, Якутск.